гости съезда, юбилейного съезда. Прежде всего хочу поздравить с такой большой датой, 10 лет. Нашей партии всего 5 лет. Но тем не менее я вижу, как меняется программа. Сегодня это еще раз отметил. Наша программа созвучна. Все, что касается искусственного интеллекта, роботизации, обучения, образования, это то, что нужно нашим странам. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партий обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновация, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. Сюда приехали большой командой, практически все руководство партии «Новые люди», работали уже второй день здесь, встретились с активом, встретились с основателями. Конечно, под большим впечатлением от того, как уже много сделано в самой партии, ее активом, ее самыми активными людьми. Мы были в военном госпитале, посмотрели открытие новой библиотеки, мы обсудили с ними шаги на будущее, как мы можем вместе сотрудничать. Нашли очень много общего, общие темы наших программ и, главное, совместные проекты. Пригласил коллег посетить Москву в конце января тоже на наш съезд, где мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве для того, чтобы еще больше поддерживать друг друга, потому что отношения как между нашими партиями, так и между нашими парламентами, президентами и, главное, нашими странами только улучшаются. И мы надеемся свой посильный вклад в это сделать, в это развитие не только экономических, но и культурных отношений, но и братских, дружеских отношений. Прежде всего хочу поздравить с такой большой датой, 10 лет. Нашей партии всего 5 лет. Но тем не менее я вижу, как меняется программа. Сегодня это еще раз отметил. Наши программы созвучны. Все, что касается искусственного интеллекта, роботизации, обучения, образования, это то, что нужно нашим странам. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партий обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновация, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. И поэтому позвольте поздравить всех вас еще раз с десятилетием партии, пожелать поэтического долголетия, всем гражданам успехов и благополучия. Спасибо большое за приглашение. У нас тоже будет съезд очень скоро, уже в конце января, и мы тоже приглашаем руководство партии на наш съезд, мы там подпишем соглашение о сотрудничестве. Ну и те коллеги, с которыми мы уже знакомы, тоже всегда добро пожаловать в Россию, вы наши ближние друзья. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости съезда, юбилейного съезда. Прежде всего хочу поздравить с такой большой датой, 10 лет. Нашей партии всего 5 лет. Но тем не менее я вижу, как меняется программа. Сегодня это еще раз отметил. Наша программа созвучна. Все, что касается искусственного интеллекта, роботизации, обучения, образования, это то, что нужно нашим странам. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партий обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновация, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. Сюда приехали большой командой, практически все руководство партии «Новые люди», работали уже второй день здесь, встретились с активом, встретились с основателями. Конечно, под большим впечатлением от того, как уже много сделано в самой партии, ее активом,
Ее самыми активными людьми мы были в военном госпитале, посмотрели открытие новой библиотеки. Мы обсудили с ними шаги на будущее, как мы можем вместе сотрудничать. Нашли очень много общего, общие темы наших программ и, главное, совместные проекты. Пригласил коллег посетить Москву в конце января тоже на наш съезд, где мы планируем заключить соглашение о сотрудничестве для того, чтобы еще больше поддерживать друг друга, потому что отношения как между нашими партиями, так и между нашими парламентами, президентами и, главное, нашими странами только улучшаются. И мы надеемся свой посильный вклад в это сделать, в это развитие не только экономических, но и культурных отношений, ну и братских, дружеских отношений. А именно создать тот демографический блок, который даст будущее в стране и уверенность в том, что все, что сегодня делается, все, что строится, все, что сегодня инновация и в образование вкладывается, это будет для тех людей, для тех детей, которые будут расти в этой стране и будут дальше развивать ее. Все, что мы делаем с вами, мы продолжаем дело наших предков, мы сохраняем великую страну, мы любим свою родину, мы любим свой дом, мы продолжаем дело наших предков. Но мы с вами ответственны за настоящее и за будущее. Потому что все, что мы сегодня с вами сохраним, создадим и умножим, это будет передано нашим детям. А наши дети – это и наша с вами безопасность, безопасность нашей страны. И наши усилия сегодня мы приложим к тому, чтобы не только молодежь здесь оставалась и хотела созидать, творить и сохранять, чтобы она сюда приезжала к нам, где бы она ни училась. Именно здесь, на этой земле, на этой духовной, на этой истинно культурной земле могла творить и создавать. Мне очень хочется пожелать всем нам. И, конечно, сегодня перед нами стоит задача это помочь людям, оказать содействие в трудной жизненной ситуации, проводить международные конференции, концерты. Вот у нас запланирован уже ряд концертов для детей, предновогодние, где будут приглашены дети из школ республики. Надеемся, что из России приедут коллективы, которые мы запланировали. Могу открыть небольшую программу. Это дети, это известный театр-студия, которая находится в столице. Они с рождественской программой представят здесь, в республике, свои достижения, свои те программы, которые они реализовывают на новогодних каникулах на главных площадках России. И сегодня, благодаря тем людям, которые вошли в совет управления этой гуманитарной миссии, это отец Ива Сирион и Алиса Гулария и многие другие из общественных деятелей. И сегодня мы видим, какой интерес к православной гуманитарной миссии у людей возникает, и многие уже участвуют в том, что у нас прописано в уставной деятельности. Я всех приглашаю, наших дорогих друзей, знакомых, к активному участию. Мы каждый можем сделать доброе дело.